Искусствовед, имя которого навсегда вписано золотыми буквами в историю современной абхазской культуры, был необычайно талантливым и разносторонним человеком. Сфера интересов Бочи Аджинджел простиралась от научной деятельности до идеологической борьбы абхазского народа за право на независимость. Друзья и родные вспоминают его как человека с широкой душой, добрым, энергичным, отзывчивым. Я вспоминаю его с улыбкой, потому что он был очень позитивный человек. У него была какая-то позитивная аура. Он всегда говорил о положительных вещах. Он не говорил никогда, не ныл. Никогда, когда мы встречались, он говорил о положительных каких-то ситуациях, как можно что-то доброе и хорошее сделать. Вы знаете, я знаю много искусствоведов, которые, когда меня встречают, как тут плохо, как плохо, как плохо. А вы знаете, а Боча, по-моему, о таких вещах не говорил. И это его какой-то светлый был человек. Бочи Аджинджел внес неоценимый вклад в исследование абхазского искусства. Более 50 лет он занимался изучением творческого пути выдающегося абхазского художника, сценографа, театрального критика Александра Чачба-Ширвашидзе. В 1978 году он подготовил и издал альбом работ художника. В 1985 году выходит в свет многолетний труд Бочи Аджинджел «Первое издание «Страницы большой жизни», также посвященный Александру Чачба-Ширвашидзе. Второе издание было выпущено уже в 2017 году. Книга пользуется большой популярностью среди широкого круга читателей не только в Абхазии и России, но и странах Европы. Мне приходилось просто говорить с ним, с его этой книгой, через эту книгу с ним, потому что мне это говорило, кто он такой, и мне это хватало. Эта книжка и у меня лежала в ресторане и культурном доме, который я в Берлине сама основала, и люди показывали большой интерес. Я сама очень любила историю этого нашего великого художника, и все анекдоты и рассказы, связанные с ним. И, конечно, только Боча мог бы так, Аджинджел, написать хорошо о нем. И эта книга лежит в нашей центральной библиотеке в Берлине. И это очень приятно, потому что интерес очень большой и в Лувре, в библиотеке, и в центральных, и в наших столицах Европы, во многих городах. Я думаю, это очень много значит для нашего народа. Боча Аджинджел был автором большого количества изданий на русском и абхазском языках, посвященных историко-культурным вопросам нашего народа. Помимо научной деятельности, Боча Аджинджел в непростые для Абхазии времена принимал активное участие в национально-освободительном движении. В годы Отечественной войны он возглавил и координировал работу абхазской диаспоры в Санкт-Петербурге, помогал решать организационные вопросы по лечению раненых абхазских воинов. Даже такой был момент, когда я ему говорю: и что вы не поделили, говорю, между собой. Естественно, он очень взорвался в это все, и он понял, что масса людей недопонимает. И тогда он начал листовки клеить, газеты раздавать Абхазии, где было рассказано, что же случилось в это время, почему произошла эта война. Он очень много собирали мы гуманитарную помощь, принимали раненых в госпиталя. Такой у нас был Фиджан, царство ему небесное, который принимал в свою клинику людей. Также, какие-то, вплоть до того, что он собирал деньги для того, чтобы купить оружие. После окончания войны Боча Аджинджел продолжил научную деятельность. Он вновь трудился над сбором материалов об абхазском искусстве, которые во время войны сожгли грузинские гвардейцы. Кроме того, велики заслуги Боча Аджинджел в популяризации изобразительного искусства Абхазии. Именно благодаря ему абхазские художники в послевоенные годы имели возможность проводить свои выставки в Санкт-Петербурге. Помимо научных статей об абхазском искусстве, Боча Аджинджел также писал стихи. Вот сейчас вышел сборник его стихов. После его смерти он не увидел этот контрольный экземпляр. Как раз его привезли, на второй день принесли из типографии на абхазском языке. Разнообразная тематика там, но в основном это, конечно, тема Родины. Патриотические мотивы, чувствуется, что ностальгия по родине. Не всегда он мог приехать, когда хотел, и боль, которую перенес наш народ в Отечественной войне, и в то же время гордость за свой народ, за героев, которые отстояли свободу и независимость нашей страны. В 1993 году Боча Аджинджел переехал жить в Санкт-Петербург. Несмотря на это, он активно участвовал в жизни республики. Никогда не упускал возможности рассказать всему миру о глубокой истории и культуре своего народа. Боча Аджинджел всегда был полон энергии и оптимизма и имел немало планов.
Он все время жил для Абхазии. Если он был в Петербурге, он пропагандировал только Абхазию. У него было очень много планов. И уже даже, можно сказать, в период болезни он закончил книгу, которая выйдет уже, сейчас она уже в издательстве. Высказывания какие-то вот о Абхазии. И третья книга будет издаваться, которая она уже готова, о Чачбе. Третью книгу он должен был издать, и он хотел ее сдать в конце года. Боча Меджидович всегда принимал активное участие в культурных мероприятиях, организованных в Санкт-Петербурге. Его литературная и общественная деятельность, направленная на популяризацию искусства Абхазии, открыла жителям России многогранную абхазскую культуру. Боча Аджин награжден орденом Ахтзапша третьей степени, медалью в память 300-летия Санкт-Петербурга, занесен в летопись славы Золотой книги Отечества. Алика Трапш, Алексей Баструков, Абхазское телевидение.